Какой религии придерживался Чингисхан? На странице газеты опубликовали материал почетного академика Национальной академии наук Казахстана Тилеуберди Таныбайына. По утверждению академика, великий полководец Чингисхан придерживался исламской религии ханафитского течения. Почетный казахстанский академик Тилеуберди Таныбайын пишет, что никто из отечественных и зарубежных историков не знает, какой религии придерживался Чингисхан, потому что они не искали истины в оригинальных исторических документах. Ранее многие говорили, что он придерживался шаманства. В последние годы стали говорить, что он верил в тенгрианство. Однако, по словам академика, эти мнения не имеют под собой исторических подтверждений и научных основ. Поэтому автор, ссылаясь на исторические материалы, сделал свои выводы, согласно которым великий полководец был мусульманином. Чингисхан был приверженцем исламской религии ханафитского течения. По национальности – турок, из казахского рода Желайыр. Они, представители рода Желайыр, до сегодняшнего дня живут с нами. На территории Центральной Азии Казахстана десятки городов и сотни памятников династии Чингисхана. В Монголии, наоборот, нет такой этнической преемственности и археологических памятников, потому что там не было династии Чингисхана. В какую религию верил Чингисхан? Историки в нашей стране и за рубежом еще не нашли правильного ответа на этот вопрос. Причина в том, что никто из них не ссылается на оригинальные исторические документы, так как они боятся, что Чингисхан станет турком, а не монголом. В прошлом было много людей, которые верили в шаманизм, а в последние годы были люди, которые верили в религию, называемую божественность, тенгрианство. Однако это мнение не имеет исторического, научного и концептуального обоснования. Хотя имя Творца Тенгри, Тенгир, Денгир, восходит к шумерской эпохе, его богословское значение изменилось вместе с религиозным знанием человечества. Весь народ или небольшая этническая группа под влиянием этого древнего имени продолжали называть духовное, мистическое существо, которое они признавали Творцом, всемогущим, Богом. Хотя Бог был очень древним богословским термином, лежащим в основе единобожия, по крайней мере, с прошлого тысячелетия, не было никакой религии, называемой божественность. Согласно достоверным историческим документам, тюркские народы, даже с древнейших времен, жили в X веке. Бога называли богом с начала времен. Диван и Лугата турок, Махмуд Кашкари, XI век, 70-е годы. Кутат-Губилик, Юсуф Баласагуни, XI век, 60-е годы. ИДР. Бог и Бог используются взаимозаменяемо. То есть турецкий народ называл одного Творца, Бога, Бога, и это употребление не считалось богохульством, язычеством. Казахский народ, который является законным продолжением древних тюрков, также называют Бог, Бог, Творец, Творец и так далее, используют теологические имена вместо исламского термина Аллах. Только при чтении стихов Корана оригинальные имена произносятся без изменений.